Долгие годы 28-я школа в сельском поселении Южное располагалась в приспособленном помещении местного ГУПа. Здание не отвечало стандартам образования. Оно не соответствовало требованиям санитарных норм и со временем сильно обветшало. Старая кровля, потрескавшиеся стены и изношенные полы в сочетании с тесными классами. Отсутствие санузлов, спортивного и актового залов создавали максимальный дискомфорт для учащихся. Состояние здания очень плачевное. Признать аварийным можно было здание признать аварийным, так как везде трещины идут, крыша уже проскудилась, и здание, сами комнаты, классы маленькие. Но проблема уже решена. В Южном открыли новую школу на 320 мест. Возведенная в рамках национального проекта образования, она соответствует всем современным стандартам. Открытие школы проходит в торжественной обстановке. Дети подготовили стихи, песни и сценки. Теперь, благодаря созданным условиям, они могут развивать свои творческие способности в образовательном учреждении. Глава региона отметил и важность подобных объектов на территории Ингушетии. Красивая школа, красивые люди, очень красивое село. Поэтому она разрастается. И, конечно, в бывшей конторе колхоза, в старом здании, 2 смены, наверное, было сложно учиться. И преподавать тоже. Ведь преподаватели проводят основную жизнь свою в школах. Благодаря нас проектам мы школы строим новые, детские сады и все остальное. Но здесь, знаете, все компактно, все красиво. Стадион я посмотрел, спортивную площадку. Спортзал. Я смотрю, обошел, качественно все сделали. Мяш могешь дождь. Хекал, хатыетыш. Бахачар, ладош. Мяш халча. Это очень важно сегодня, когда возможность есть такая. Часть детей на мероприятии сегодня в камуфляжных формах. Открытие школы проходит в год защитника Отечества, что задает тон и тематику событию. Школу открывают под патриотические песни. 2025 объявлен президентом годом защитников Отечества. И кроме того, 9 мая 80 лет со дня победы над фашистской Германией. Сегодня наши ребята отстаивают границы, стратегические границы, тоже находятся там и тоже защищают. Сегодня у нас есть пример, понимаете, у нас генерал армии Евкуров, замминистра обороны, у нас герои России. То есть мы должны понимать, если герой России, Евкуров, еще у нас ребята, царь посмертно дал геш долцана, есть у нас и живые. То есть это пример для подражания. Открытие школы с нетерпением ждали не только ученики и учителя, но и все жители села. Им есть с чем сравнивать. Многие взрослые, кто давно закончил школу, признаются, что их переполняет чувство белой зависти. В сельском поселении Южное порядка 270 ребят школьного возраста. График занятий также облегчит обучение. Уроки будут начинаться в 9 утра, а субботы и воскресенья останутся выходными, как и положено. Плюс у учеников будут возможности записаться на доп. Занятия. Для этого предусмотрены специализированные кабинеты со всем необходимым оборудованием и лабораториями. В новом здании предусмотрены 17 учебных классов, а также столовая, библиотека, актовые и большие спортивные залы. Все, можно сказать, отлично сделано подрядчиком. И хочется, пользуясь случаем, сказать большое спасибо главе Махмуду Алию Макшариповичу Калиматову, подрядчику Цалоеву Нурдину и всем работникам.
Глава республики также проинспектировал строительство детского сада в сельском поселении Южное, который находится в 50 метрах от новой школы. Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 120 мест, и, как заверяют подрядчики, оно будет готово к новому учебному году. Строительство ведется в рамках программы развития сельских территорий. Также в сельском поселении была произведена полная замена водопровода протяженностью 11 километров и построен дом культуры с ФАПом. Махмуд Али Калиматов уделяет особое внимание отдаленным поселениям. Так были обустроены Аршты, Бердюрт, Татых и Вижерюрт. В двух последних, к тому же, был проложен асфальт до ближайшей региональной трассы. Зелимхан Кылоев, Адым Гулоев, Султан Магушков, Абдуллах Тангиев, Магаз 24.